В рубрике «Телеофис» мы уже рассказывали о том, как оформить инвалидность и пройти медико-социальную экспертизу. 16 мая 2019 года подписано постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила признания лица инвалидом. На сегодняшний день учреждение медико-социальной экспертизы уже работает в соответствии с вступившими изменениями. То есть гражданин обращается в медицинскую организацию, где с его согласия оформляют направление на медико-социальную экспертизу, и после этого ему к нам приходить не нужно. Сама медицинская организация направляет к нам направление на медико-социальную экспертизу. И после того, как к нам придут эти документы из медицинской организации, наши учреждения, специалисты, изучают эти документы и приглашают гражданина уже непосредственно только в день проведения медико-социальной экспертизы. Таким образом, для гражданина сокращается количество посещений нашего учреждения и также непосредственно сроки проведения медико-социальной экспертизы. В настоящее время при возможности передачи в электронном виде они будут направлять нам документы уже в электронном виде. Получение направления на медико-социальную экспертизу согласием гражданина, его законного или уполномоченного представителя будет достаточно для проведения медико-социальной экспертизы, и дополнительного заявления о его проведении не потребуется. Это позволит сократить сроки установления инвалидности, упростив процедуру обращения гражданина в учреждение медико-социальной экспертизы, поскольку для начала освидетельствования не нужно будет ждать обращения гражданина в бюро с целью подачи им заявления. Кроме этого, все равно осталась возможность обращения в нашу медико-социальную экспертизу по заявлению гражданина в случаях, когда не требуется заполнение направления на медико-социальную экспертизу. Направление на медико-социальную экспертизу не требуется в случае, если гражданину необходимо получить дубликат справки, либо если у него изменились персональные данные, он также может по заявлению обратиться к нам или для получения знака «инвалид». Кроме этого, без направления на медико-социальную экспертизу гражданин может обратиться к нам самостоятельно в случае, если ему ранее в индивидуальной программе реабилитации или абилитации были рекомендованы технические средства реабилитации и необходимо изменить какие-то технические характеристики этих технических средств реабилитации. Например, если ребенку было выписано кресло-коляска, а он вырос, и необходимо изменить параметры кресла-коляски. Для этого направление на медико-социальную экспертизу не требуется, то есть заявление от родителей, и уже без проведения МС мы вносим изменения в ранее выданную индивидуальную программу реабилитации. С 1 октября 2019 года предусматривается возможность для граждан через единый портал государственных и муниципальных услуг направлять запрос в электронном виде на получение копий акта медико-социальной экспертизы, протокола проведения медико-социальной экспертизы, а также подачи заявлений на обжалование решений первичных бюро и главных бюро. Если у вас еще остались вопросы, вы можете позвонить на горячую линию медико-социальной экспертизы в Якутске по номерам 8 41 12 45 05 08.